Нестор Тарба, город Сухум, Республика Абхазия. «Умницы и умники» – одна из самых престижных телевизионных гуманитарных олимпиад России. Она проводится с 1992 года, и ее победители получают право без вступительных экзаменов поступить в ведущие вузы Российской Федерации. Сухумский школьник Нестор Тарба стал первым представителем Абхазии, который завоевал золотую медаль в телеолимпиаде. Его путь к победе начался почти год назад с простого школьного объявления. Все началось, получается, в 10 классе, под конец 10 класса. Это был март 2004 года, и тогда нам по школе говорили о том, что у нас по всей стране проходят отборочные испытания на телеолимпиаду «Умницы и умники». И в тот момент, когда учительница собирала списки, она и в моем классе спросила, кто хочет. И я тогда потянул руку, я думал, ну, можно попробовать. Такое вот просто попробовать обернулось победой в одной из самых интеллектуальных телевизионных программ. Отборочные этапы, тесты, эссе, собеседования. Потом месяцы подготовки и десятки прочитанных книг. По времени в среднем в день я старался читать от 5 часов, потому что у меня была цель, вот книга на 300 страниц, я должен ее прочитать за 2 дня. И у меня за месяц получилось где-то больше 10 книг прочитать за весь март. А с подготовкой были 2 человека, победительница 31 сезона и победитель 32 сезона. Вот я с ними был на связи, они мне давали свои некоторые советы, и я старался их использовать. И, конечно, в первую очередь вот, люди, которые с тобой всегда рядом, это моя семья, мама, сестра и мои друзья, близкие люди, которые... Может, тебе не какие-то толковые советы дают именно как готовиться, а вот они именно с тобой душой. То есть они за меня болели, они меня поддерживали всей своей душой. За кулисами финала волнение, тревога, напряжение. Но все это растворилось в один момент, когда ему задали первый вопрос. Я сел на свое место, и затем проходит чуть времени, и у меня спрашивают вопрос самому первому на трибунах. И я понимаю, что вот сейчас, я сейчас отвечу, и я могу выиграть. И я отвечаю. И в этот момент это, пусть и все аплодируют, но я чувствую тихий триумф, потому что мои ребята, которые за меня там болели, они все на меня смотрят, за меня радуются, а я сижу и понимаю, что вот она, своего рода победа. Одними из первых хорошую новость узнали в Сухумской школе номер 2 имени Александра Сергеевича Пушкина, где юный победитель учится с младших классов. Победа Нестора стала настоящим событием для его родной школы. Нестор Тарба учится у нас с 5 класса. С 5 класса он показал себя как очень ответственным учеником, очень коммуникабельный. Мы, конечно, очень гордимся. Мы сразу всем сообщили. Когда уезжал, знаете, лично у меня было чувство, что он победит. Он был нацелен на победу. И, конечно, в ту же минуту, буквально он еще из студии не вышел, мы уже знали, что он победил. В общем, весь педагогический коллектив, все дети, одноклассники его просто ликовали. Учителя Нестора вспоминают, он всегда был не просто способным, а инициативным. Читал, задавал вопросы, искал больше, чем требовалось. Он отличался от своих друзей, от своей собранностью, аккуратностью. Он выполнял задания, то, что учителя ему давали. Он всегда приходил на урок подготовленный. На все вопросы он мог ответить. Видно было, что ребенок любознательный, развивает себя во всех отношениях, читает много. Это заметно, когда ты общаешься с ними. На всех олимпиадах, на всех конкурсах всегда сам первый проявляет инициативу, просит: запишите меня, я буду участвовать. Он все буквально успевает, я даже не знаю, как он с этим справляется. И даже если он где-то когда-то пропускает школу, когда он придет, он всегда готов, он всегда хочет ответить, он всегда хочет в чем-то поучаствовать и всегда ищет, где найти новую информацию, где получить новые знания. Тема финального этапа «Защитники Отечества». Огромный материал, охватывающий историю с древнейших времен. Но именно в этом объеме Нестор нашел вдохновение. Когда, допустим, я готовился к последней теме на финал, меня очень восхитила личность Александра Суворова.
его упорство и то, что он концентрировался именно на своих делах, допустим, на дворцовые игры или интриги он не обращал внимания. Он шел, занимался именно своей целью. Честно, меня это очень восхитило, и вот когда первым я начал изучать именно его, и вот при подготовке на финал он своего рода стал такой вот фигурой, на которую нужно равняться. Теперь он студент МГИМО, его имя уже в базе данных. Факультет международные отношения. Его новая цель – дипломатия. Сейчас я скорее вижу себя как человеком, который, своего рода как дипломат, который может с тем поговорить, с тем договориться, тому помочь, дать какой-нибудь совет. И я вижу себя в сфере помощи людям, которые окружают меня, то есть обществу. Цель, можно так сказать, попасть в МИД, то есть Министерство иностранных дел. Сегодня имя Нестора Тарба – символ первой победы Абхазии в телеолимпиаде. Но, как говорит он сам, далеко не последний. А для тех, кто только начинает, у него есть слова простые, но важные. Вот, наверное, ребятам, которые сейчас в 10, в 9 классе, может, в 11 классе, вы сейчас, наверное, можете о многом думать, многое представлять себе. Если у вас есть какие-то желания внутри себя, цели, просто ничего не бойтесь и думайте о том, как их воплотить. Потому что я уверен, что тот, кто идет к своей цели, он всегда ее достигнет. Победа Нестора первая для Абхазии, но точно не последняя. Его пример – доказательство того, что упорство, любознательность и вера в себя действительно меняют судьбу. Заур Кварча, Торник Амичба, Валерий Квиквискири, Апаза ТВ.